Добрый день. Я очень рад, мы вновь встречаемся в необычной форме, но все же мы встречаемся. Это очень хорошо. Я как один из основателей ленских встреч хотел несколько слов сказать о истории создания этого клуба. Меня всегда беспокоила со всех сторон проблема Азии. Азия – это такой континент, где творится история сегодня в целом мира. В тяжелые годы Азия всегда проявляет стабильность, устойчивость. Это, по всей видимости, связано с менталитетом ее жителей, этого огромного континента. Азиатам характерна любовь к жизни, очень бережное отношение к окружающей среде, потому что испокон веков азиаты развивались, общаясь в гармонии с природой. Вот первая наша задача, когда я закладывал фундамент этой встречи, мысль, что мы все же в конечном итоге должны научить и самого себя, и всех жителей жить в гармонии с природой. Именно природа, экология, она очень близка менталитету азиатов. И вот в период различных катаклизмов всегда они выживали из-за того, что они ближе стояли к природе. Они понимали, чем дышит эта природа, потому что они сами являлись дитей природы. Второе, это необычное, когда мы закладывали философию этого клуба, сказали, что рабочим языком будет русский язык. Потому что русский язык признан Организацией Объединенных Наций одним из 5 международных языков. В любой стране, уважающей себя, есть всегда и школы, и университеты, и институты, которые изучают и русский язык, изучают развитие истории России. И поэтому это необычно, когда международные организации, сообщества ведут диалог на русском языке. Я искренне благодарен наших гостей, которые сегодня принимают участие, которые владеют великолепным русским языком и очень интересно ведут диалог. И третья особенность является то, что мы создали этот клуб, эту встречу при университете. Я глубоко убежден, что в каждой стране, в каждой нации сливки находятся именно в университетах. Именно в университетах воспитывается новое поколение. Именно университет развивает науку, научный прогресс. Именно университеты, готовя кадры по тем или иным отраслям, готовы развивать в целом общество, в целом государство. Поэтому от присутствия в этих встречах представителей научной интеллигенции, преподавателей,
который ежедневно общается с молодежью, будущее своей страны, закладывает фундамент мировоззрения, развивает его в правильном направлении, создают наше будущее. Пандемия еще не закончена. Мы, наверное, еще рано говорим о постпандемическом мире. Мы еще не знаем, какое последствие оставляет пандемия. Потому что огромное количество людей были поражены этой болезнью. Как скажется в нашем генетическом фонде, это совершенно непонятное, неизвестное. И поэтому, если перекинуться год тому назад, мир застыл, был ошеломлен, что так быстро эта болезнь охватила весь мир. Цивилизованные, очень развитые, богатые страны не могли что делать, как лечить, как противостоять. И сегодня мы тоже не знаем о последствиях этой болезни. Поэтому первый этап, по всей видимости, будет, как мы видим постпандемии, как изменится мир. Хотя являемся свидетелями, но некоторые моменты мы не замечаем. Как не замечали глобальное наступление этой болезни. Первое, по всей видимости, очень серьезный удар пандемия нанесла международным инфраструктурам, созданным десятилетиями. Эти инфраструктуры практически не заработали, включая Организацию Объединенных Наций. Мы не слышим и не видим эту международную организацию, самую главную международную организацию. Мы не слышим и не видим региональные инфраструктуры, как, например, Евросоюз. Насколько прочная эта империя была создана. Ведь практически по углам они разбежались. До сегодняшнего дня спорят. Вместо того, чтобы сплотиться, единым фронтом выступить против этой болезни. И так далее. Международные инфраструктуры годами создаются. И когда сиюминутно они распадаются, вновь новое создавать очень трудно. Трудно будет. Сегодня изоляционизм. Каждая страна в одиночку пытается что-то решать. Сегодня идет борьба за применение той или иной вакцины. Это достижение науки превращается на бизнес, на спекуляцию, на политику. Вот какой сегодня мир становится в результате этой болезни. Язвы, старые язвы общества, государств выставляются на показ.
Следующее. Глобализм уходит, на мой взгляд. Появляется совершенно непонятный, созданный руками человека виртуальный мир. Насколько готовы сегодня наши страны воспринимать его, начиная от виртуальных денег и кончая различными действиями этого мира. Нет практически международных законов, не принятых. Сегодня в киберпространстве уже преобладают негативные стороны, кибератаки, которые вмешиваются вплоть до личной жизни людей, никем не контролируются и никем управляются, никаких таможенных и так далее и тому прочее. Это, на мой взгляд, создать развитие человечества в целом огромные трудности, если мир не объединится в этом плане. Мы говорим, что надо уходить от полярности. Многополярность было время, когда была диктатура пролетариата, когда была диктатура буржуазии. Вот они боролись, и они создавали различные полюса. А сегодня диктатура пролетариата со сцены сходит, сошел практически. Остается диктатура буржуазии. Сегодня идет схватка за лидерство. И лидер будет все не только подсказывать, а указывать, как жить нам, всем. Вот поэтому надо думать сегодня об отношениях крупных, мощных, экономически сильных государств, их взаимоотношения. По всей видимости, назрела необходимость создания нового международной организации, которая бы включала, сегодня есть 20 наиболее мощные во всех отношениях страны, которые бы находили постоянно общий язык, не конфликтовали. Никто не имел права применять санкции в отношении друг к другу. Никто не имел права. Кто придумал и кто дал право объявлять различные санкции тем или иным странам? Вот об этом надо думать нам общими усилиями. А с 20 основной страны находятся в азиатском континенте. Я сегодня хотел бы слова благодарности сказать Китайской Народной Республике, которая недавно озвучила перед всем миром, что Китайская Народная Республика победила абсолютную бедность. Это огромное достижение человечества. Практически нет ни одной страны, которая победила бедность. Китай всемирно перед миром объявила в своем высшем органе, что Китай по итогам 2020 года эту проблему решила. Они долгое время ставили и философию Конфуция жить
достатке, среднем достатке, практически эта проблема в Китае решена. Это очень большое достижение. И вот именно ликвидации бедности мы могли бы общими усилиями обмениваться опытом работы, подходами, обменом инвестиций, технологий и так далее. Вот такие моменты более сделали бы нас благородными людьми. Глобализм слишком раздвинула бедность и богатость. Разница огромная. Именно используя чужие ресурсы, те или иные страны усиленно, практически хищнически вторгались в те или иные страны. И практически за бесценок использовали недровые богатства той или иной страны. За счет этого создано огромное богатство, накопительство. Вот здесь аппетит надо уменьшить. И вот здесь товарищи сказали, пандемия показала, что выбросы углекислоты в атмосферу сократилось где-то порядка 7-8%. Это огромное достижение с другой стороны. И этот опыт должен положительно служить, потому что потепление климата, изменение климата, она очень серьезная, несколько раз разрушительная, может действовать, чем пандемия. Поэтому не только на словах нам надо готовиться, а именно ежегодно подведя итоги работы. Кто сколько сэкономил, кто сколько, понимаете, создал более благоприятные условия для жизнедеятельности людей, охраняя климат, обогащая природу, сохраняя многовидовое разнообразие природы, провел те или иные работы. И последнее, я хотел бы обратиться, нам подумать создание Международного университета. У нас опыт есть по линии Арктического совета, есть Международный университет, очень великолепный, который работает под лозунгом «Север-Северу». То есть обмены студентов северных вузов между собой. Это очень положительно сказывается. Она является атрибутиком Арктического совета. Нельзя ли нам создать наподобие такой международный университет север к югу, юг к северу? Я думаю, заинтересованность большая Китайской Народной Республики, Японии, Кореи, Южной Кореи, освоение арктического пространства. Так. Именно интересы Арктики привлекают данные страны. Вот. Они вкладывают инвестиции, а сегодня вложить надо, воспитать интеллектуальный потенциал. Именно южные студенты приезжали к северу, проходили практику, обучались в вузах, расположенных в арктических территориях, а студенты арктических территорий уезжали в южные университеты, там обучались, проходили стажировки и совместными усилиями решали очень сложные, трудные
задачи арктического региона планеты. Спасибо, успеха, удачи вам!